Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Якутии в прошлом году по программе поддержки местных инициатив получили финансирование 331 проект граждан. Ежегодно на реализацию общественных инициатив из бюджета республики выделяются сотни миллионов рублей. Такая поддержка вдохновила многих жителей региона на благоустройство своих населенных пунктов. И уже подведены итоги конкурса новых инициатив на 2022 год. Какие проекты признаны победителями? Гость студии – министр финансов республики Валерий Жандоров. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие изменения произошли в положении конкурса поддержки местных инициатив в этом году? Да, в 2021 году начал работать проект «Родные города и села». Он объединяет 4 проекта, основанные на поддержке местных инициатив. Это вот программа поддержки местных инициатив, затем движение добрых дел Якутии в 21 веке, благоустройство комфортной городской среды. В этом году реализуется новый проект «1000 дворов» при поддержке федерального центра при финансировании и комплексное развитие сельских территорий. Все эти 4 проекта объединены на основе выбора граждан тех проектов, которые реализуются на территории населенных пунктов. И в 2021 году продолжилась наша программа поддержки местных инициатив. Проекты отбирались на цифровой платформе OneClick Якутия. Вот такие были изменения в 2021 году. А какая сумма предусмотрена в бюджете республики на данную программу? Традиционно уже который год мы предусматриваем 500 миллионов субсидий из государственного бюджета. Затем софинансирование предусматривается из местных бюджетов, это должно быть не менее 5%. Затем возможно софинансирование граждан, это не обязательный критерий, но за него получают дополнительный балл при конкурсном отборе. И плюс привлекаются спонсоры, ежегодно они активно участвуют в реализации местных инициатив. А как определяются победители конкурсного отбора? Да, заявки, которые поступают на конкурсный отбор, он проводился в прошлом году весь декабрь месяц, после предварительных и итоговых собраний населения, которые выбирают путем голосования, причем это было на платформе OneClick. Конкурсный отбор проводится по специальной программе, в которой выставляются критерии и по ним выставляются баллы. Самый, конечно, высокий балл дается за активность участия населения в этих собраниях при выборе проектов. Это, конечно, такой значительный балл. Почему? Потому что сам проект направлен на вовлеченность граждан в реализации проектов, которые направлены на решение их собственных местных вопросов. А какие проекты пользуются наибольшим спросом у якутян? Традиционно первое место занимает благоустройство. Это благоустройство массового места отдыха, скверов, парков, благоустройство улиц, территорий. Второе место занимают дороги. То есть это обустройство дорог, отсыпка, их приведение в то состояние, в которое хотят жители, по которым ходить дороги. На третьем месте это водоснабжение. У нас в населенных пунктах достаточно серьезный стоит вопрос так называемого водоснабжения, и в основном это летние водопроводы. Теплоснабжение тоже граждане принимают участие в проведении программ централизованного отопления. А в этом году активно достаточно много проектов было посвящено мерам пожарной безопасности. Это обустройство минерализованных полос, разрыв. Кто-то смог даже заявиться на приобретение спецтехники. А кто может подавать заявки на конкурс? Все населенные пункты. У нас предусматривается 1 миллион 500 тысяч на один проект для населенных пунктов и 3 миллиона рублей на один проект в черте городского округа. У нас программа разбита на так называемых 3 окна. Первое окно – это участвуют только арктические улусы, наслега расположены в арктических зонах. Второе окно – это поселки свыше 10 тысяч городские округа. Ну и третье окно, самое массовое, это уже с численностью меньше 10 тысяч наслега. То есть абсолютно все наслега участвуют в программе местных инициатив.
А как проходил конкурс проектов развития общественной инфраструктуры в этом году? В этом году было подано порядка 460 заявок от 360 муниципальных образований. А что такое 360 муниципальных образований? Это почти 80% всех наших муниципальных образований, их всего 445. То есть это подчеркивает ежегодное активное участие населения. Конкурсный отбор прошли, вот, как говорил, по программе, автоматически отбирает, присваивает баллы. Прошло 332 проекта общей стоимостью 720 миллионов рублей. Я напомню, из госбюджета 500, то есть 220 миллионов – это софинансирование местного бюджета, 31 миллион – это софинансирует население и 50 миллионов спонсоры. То есть активное участие их в этом ежегодно проявляется. Вот 332 проекта, и 25 февраля прошла межведомственная комиссия, и по итогам этой комиссии мы сейчас готовим решение правительства о выделении финансирования на реализацию вот этих 332 проектов на территории муниципальных образований. Я предполагаю, мы постараемся, чтобы правительство приняло это решение по распределению доведения субсидий из государственного бюджета до конца марта, чтобы реализация в этом году началась пораньше. А как различаются заявки, например, городские округа, сельские округа? Да. Например, арктическая зона подала 76 заявок. 80, вернее, 2 заявки, из них вот 76, они прошли конкурсный отбор. Отличаются тем, что в населенных пунктах в сельской местности, конечно, больше уделяется внимание водоснабжению, благоустройству, теплоснабжению. В этом году, кстати говоря, по инициативе муниципальных образований мы вновь ввели такое направление, как приобретение спецтехники. А что под этим подразумевается? В основном это водовозная техника, подвоз воды. Вот это в населенных пунктах сельской местности развито. А в городских округах больше развито благоустройство скверов, дворов. И, кстати говоря, везде в первые годы было обустройство спортивных площадок, обустройство детских площадок. Это тоже занимает значительную часть проектов во всех муниципальных образованиях. А кроме благоустройства и дорог, какие проекты еще вот пользуются спросом? Ну вот проекты я уже называл: водоснабжение, теплоснабжение, услуги связи, кстати. И в прошлые годы, например, в Хангаласском области были примеры проведения волоконных оптических линий связи между населенными пунктами, в котором участвовали и граждане для того, чтобы обеспечить себя качественной мобильной связью. Есть и такие проекты, как обустройство мест захоронения, тоже благоустройство. Приобретение техники водовозной, вот такие проекты. А какие проекты в этом году победили в конкурсе? Победили проекты, связанные, вот, которые по 10 направлениям, из них самые 4, вот я их назвал, они ежегодно пользуются. Самый большой спрос – это благоустройство, дороги, водоснабжение, и в этом году пожарная безопасность обеспечена населенных пунктов. А будет ли в дальнейшем поддерживаться данная программа? Да, безусловно. И в этом году, и в последующие годы, особенно в этом году, я считаю очень важным поддержка местных инициатив в таких вот сейчас условиях, в которых мы находимся. Ведь это обеспечивает и определенную занятость и местных бригад, которые участвуют в строительно-монтажных работах, в ремонте и так далее. И, конечно же, в следующем году это будет продолжиться. Один был вопрос, который нам предстоит, возможно, рассматривать в правительстве. Мы сейчас выделяем 500 миллионов. Муниципальное образование говорят о том, что 1 500 000 рублей субсидия в нынешних условиях, в условиях растущей инфляции, она все-таки отстает. И, возможно, нам нужно рассмотреть увеличение субсидий на один проект с 1,5 миллиона. Так? И тогда, может быть, нужно будет увеличить в общем сумму на реализацию проектов с учетом темпов инфляции. А как работает конкурсная комиссия, как отбираются проекты и как население отбирает? Муниципальное население сперва проводит предварительные собрания, где участвуют инициативные группы, которые выдвигают свои проекты.
И население рассматривает сперва вот эти проекты, и потом на итоговых собраниях происходит голосование. Голосование можно проходить на платформе OneClick Якутия, либо очным способом, когда это было развито. У нас на слегах собиралось до 1500-2000 жителей, чтобы проголосовать. Это является более открытым и прозрачным способом выбора самими гражданами этих проектов. Почему это важно? Потому что сопричастность и участие граждан – это важнейший элемент этой программы. Когда граждане сами выбирают проект, они осуществляют общественный контроль за ведением самого проекта, добиваются завершения, и в дальнейшем эксплуатация производится под общим контролем самих граждан, поскольку они уже вовлечены в этот проект, и сопричастность дает им чувство того, что это их объект, а не построенный кем-то. Конкурсный проводится отбор программным комплексом, который присваивает баллы. То есть это совершенно независимый конкурсный отбор. И комиссия уже проверяет правильность проведения этого отбора и утверждает результаты вот этого конкурсного отбора по программе. Чем якутская практика привлекает мировое сообщество по инициативному бюджетированию? В 2018 году, после первого года реализации, Российская Федерация предложила участвовать Республике Саха-Якутия с проектом, с программой поддержки инициатив в международном конкурсе. Он ежегодно проводится, где сравниваются практики разных стран. В том конкурсе участвовало порядка 65 стран. В первый тур, в двадцатку первых, мы прошли со своей практикой. И итоговое было завершение конкурса. Это выделялось 5 лучших практик различных стран. И мы шли впервые, Российская Федерация вошла в эту 5 лучших стран по лучшей практике реализации местных инициатив. Что самое было отличительное для всех экспертов, которые оценили в этом международном конкурсе? У нас было очень высокое участие граждан в отборе проектов на собраниях. В населенных пунктах, например, таких крупных, как Чурапча, Майя, на итоговое собрание собирались до 2400 человек. Такие для экспертов международного конкурса было это беспрецедентно, что в такой далекой для них территории, республики, в Сибири, да, граждане очень активно откликнулись на эти местные инициативы и принимают активное участие. Самое главное, то, что их поразило, это активное участие наших граждан в вопросах решения собственных вопросов местного значения. Наши граждане очень активно участвуют в отборе, и это продолжается, эта тенденция. Они понимают, что это они решают сами с помощью государства, с помощью субсидий, собственные вопросы, которые они сами могут выбрать и которые приоритетны на данный момент в этом году для их реализации. Вот это было отличительной чертой, высокая активность наших граждан. Валерий Алексеевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.